Ахрор, здравствуйте. Добрый день. Как ваши дела? Хорошо. Как настроение? Отличное. Какие планы на сегодня? Работа, дела. Можно с вами проехаться по делам? Если у вас есть время, пожалуйста. Здрасте. Дайте мне, пожалуйста, американо. Вы что будете пить? Можно латте. И одно латте. Ахрор, мы подъехали к вашему офису. Расскажите подробнее о вашей компании. У меня IT-компания. Занимаемся программированием любой сложности. Еще у нас есть IT-академия. Обучаем людей, молодых, взрослых, перспективных, программированию, моделированию. Еще у нас есть школа молодого блогера. В общем, вся сфера, которая связана с цифровизацией, можете получить у нас все услуги, мы вам будем оказывать. Плюс мы еще продаем программы, софты в страны Европы и Америки. И, конечно, самое интересное ждет нас в декабре. У нас будет презентация одного крупного национального продукта. Как IT-индустрия может повлиять на будущее Кыргызстана? Мы все больше получаем информацию не с газет, а с телефонов. И еще плюс президент наш объявил цифровизация всех регионов. Мы идем в этом направлении. IT-сфера даже вот во время карантина показала, что мы все заказывали онлайн. Пытались, вот даже наши ученики обучались онлайн через все эти программы. Нам нужно все это скоординировать и сделать все в национальном продукте, и чтобы люди пользовались, потому что без этого уже жизнь не будет процветать, и страна не будет процветать. Мы должны все дальше и дальше идти в этом направлении. Эльтуран там? Да, с ним. Что там у нас с проектом? Получается, у нас дизайн уже полностью готово. Ахрор, куда мы дальше едем? У меня сейчас одно важное дело есть. Мне нужно купить книжку для сына. Он научился читать, он мне вот по вечерам начал сказки мне рассказывать. Мужчина должен вообще расписывать свой распорядок. Я стараюсь тайм-менеджмент скорректировать очень правильно. Вот на выходных с семьей, будни, получается, работа, дела. И стараюсь я пораньше возвращаться домой. Вот у меня беспорядка, вот, по моему мнению, я думаю, нету. Здрасте. Так, мне нужно детские сказки, книжку взять. Ахрор, скажите, а сами вы какие книги любите читать? Ой, сам я... В основном я читаю про правителей и еще в основном личностные достижения. Вот на последнее время у нас очень много. И, конечно же, историю в основном. Я не хочу хвастаться, но у меня специальная команда есть людей. Вот они в России, там в Турции, они везде. Вот они мне всегда подбирают правильные книги. Насчет истории именно. Вот тюркского народа вообще, про кочевой народ, про Чингисхана, монголоидов. Последняя книга, «Правители мусульманского мира». Вот я ее сейчас дочитываю. У каждого, у кого какой успех был. Начиная с 17 века по сегодняшний день. Многие у меня спрашивают, зачем ты идешь в депутаты? Я им говорю, мне действительно, у нас очень много вопросов скопилось у населения на сегодняшний день. Претензий к государству. Например, даже после пандемии, имеется карантина,
чересчур очень негативных тенденций наблюдается в сторону государства и в сторону депутатов. Ну, я как гражданин и как успешный бизнесмен, я не могу стоять на стороне. У меня достаточно средств, чтобы жить, в принципе. У меня сейчас много энергии, молодой, у меня опыт во многих сферах. Я же должен отдать своему государству, своему народу. А как я могу на это смотреть? Я не думаю, что я вот буду эгоистично сидеть и сложа руки и смотреть на это все. Самое главное, почему я это выбрал, это то, что я вот хочу помочь народу своему. Вот стать мостом между государством и людьми. Кыргызстан, многие люди знают, то, что вот она экономическая партия. Основатель партии Шаршенбек Абдыкеримов, и он много делает для общества, для людей. У него многопрофильная корпорация Аю Холдинг, как вы знаете. И плюс он является президентом Олимпийского комитета нашей страны. Он много делает для спорта, для наших спортсменов, грубо говоря. И благотворительностью занимается. Эти люди, он человек слова. А лидер партии Канат Керейханович Исаев, мне в нем нравятся лидерские качества, и политический взгляд. Что вы скажете своим избирателям? Дорогие избиратели, давайте начнем с самих себя. Вот мы негативно сказываемся насчет государства, насчет парламента. А когда приходит день выборов, многие из вас продают свои голоса. Зачем это нужно делать? Мы же хотим достойное общество построить, достойную страну, процветающую. Главное, не теряйте надежду. Вот многие говорят, я не пойду, там все куплено, там все решено. Ничего не решено. Решайте вы. Не государство, не кто-то иной, а решайте только вы. Больше никто не решает. Вы избираете. Не продавайте голоса. От выбора, который вы сделаете сегодня, зависит наше будущее и будущее нашей страны.